Здравствуйте, уважаемые телезрители! Телеканал «Новый век» начинает прямую трансляцию парада войск Казанского гарнизона на площади Тысячелетия. Шаулаган жил кебек жыр гөрли урамда. Без жиңдик, шатлыклы зур бәйрәм, тантана һәр өйдә. Дан сиңа һәм сәлам, каһарман армия. Хәерле көн, хөрмәтле ватандашлар, кадерле ветераннар һәм тыл хезмәтчәннәре. Татарстан Яңа гасыр телевизион каналының камералары республикабыз башкаласының 1000 еллык мәйданында урнаштырылган. Сез бөек җиңүнең 73 еллыгына багышланган бәйрәм трансляциясын карыйсыз. Торжества по случаю празднования Дня Победы начались во всех городах и районах республики с самого утра. В Казани 9 мая началось с возложения цветов к монументам воинской славы на Архангельском и Арском кладбищах. В Парке Победы президент Татарстана Рустам Минниханов вместе с членами правительства и Государственного совета республики возложили венок к вечному огню и почтили минутой молчания память героев войны. В эти минуты президент Рустам Минниханов и члены официальной делегации уже приехали на главное место празднования Дня Победы. Бүгенге җиңү бәйрәме чаралары Татарстанның һәрбер шәһәр һәм районнарында инде әйткәнебезчә иртәдән үк бара. Казан шәһәрендә 9 майны бәйрәм итү Арча һәм Архангел зиратларында сугышчан дан һәйкәлләренә чәчәкләр салу тантанасыннан башланып китте. Җиңү паркында да Татарстан президенты Рустам Минниханов хөкүмәт һәм дәүләт советы әгъзалары белән берлектә мәңгелек утка чәчәк бәйләме салды. Һәм бу 1 минут тынлык белән сугыш батырларын искә алды. Бу минутларда Рустам Минниханов һәм рәсми делегация вәкилләре бәйрәм чараларының төп чаралары узачак мәйданга 1000 еллык мәйданына килеп баралар. Через несколько минут здесь, на площади Тысячелетия в Казани, начнется прохождение войск Казанского гарнизона, в котором примут участие около 2000 военнослужащих и воспитанников кадетских классов и юнармии. По завершению праздничного прохождения войск состоится проезд механизированной боевой техники. Впервые зрители увидят технику военных лет, легендарный танк Т-34, танк ИС-3, «Катюшу» и мотоциклы. Ну что ж, праздничный парад начинается, давайте смотреть его вместе. Свою судьбу, свои сердца, когда на верность присягали, всегда на верность присягали, клялись служить ей до конца. Смертный час придет, ваш дух в других сердцах воспрянет, ваш дух в других сердцах воспрянет, и в том бессмертие обретет. Кровь России, кровь сомнения, и невозможен путь назад. Человечество, радуясь миру, улыбается солнцу, цветущей земле и свежему ветру. В историю уходят героические и грозные годы Великой Отечественной. Нет, никогда не забудут потомки имена тех, кто освободил народы, принес людям долгожданный мир. Слава героям! Слава ветеранам! Слава нашей Родине! Красная армия, доблестный флот, непобедимый, как наш народ. Весь от тайги до британских морей, Красная армия всех сильней. Да будет красная, непобедима, на страже Родины родной. И все должны быть
до британских морей. Красная армия всех сильней, да будет красная непобедима на страже Родины родной. И все должны быть неудержимо идти насправить длинный бой. Да будет красная непобедима на страже Родины родной. И все должны быть неудержимо идти насправить длинный бой. Мир мы построим на этой земле с верою, правдою во главе. Ведь от тайги до британских морей русская армия всех сильней. Да будет красная непобедима на страже Родины родной. И все должны быть неудержимо идти насправить длинный бой. Да будет красная непобедима на страже Родины родной. И все должны быть неудержимо идти насправить длинный бой. Какая вежливая тишина. Я из рядовых красных бойцов, ровесник 20 века, эпоха войн и революций, а я ее солдат. В 914-м 14 лет бегу из родительского дома, из дворянской семьи на германский фронт. В 18-м 18 мне, матрос Волжской военной флотилии. В 20-м 20, пулеметчик первой конной. Бригадный комиссар в 41-м, бои за Таллин, Ленинград, стрелял по Рейхстагу в 45-м. Неужели судьба моя только война? Нет, главный мотив мой не смерть, а жизнь. Я готов испытать вновь то, что испытал прежде. Вновь гореть, идти в горы, тонуть, выплывать, мерзнуть, доходить до истощения, но идти вперед.
Я знаю, не будет иначе. Всему свой черед и пора. Не вскрикнет никто, не заплачет, когда постучусь у двора. Чужая на выгоне хата, бурьян на упавшем плетне, да отблеск степного заката, застывший в убогом окне. И скажет негромко и сухо, что здесь мне нельзя ночевать. В лохмотьях босая старуха, меня не узнавшая мать. Прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Облакам, сизым облакам, ты полети к родному дому, отсюда к родному дому. Берег мой, покажись вдали, тонкой линией. Берег мой, берег ласковый, ах, до тебя, родной, доплыть бы хотя бы когда-нибудь. Где-то далеко идут грибные дожди, прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко планете моей сейчас, как в детстве тепло, хоть парясь укрыто такими большими снегами. Yollarım azda bulsa da soğuşum silmini taşla bulutay kök bulut zaman uçsun benim tuğan yurtama ondan tuğan yurtuma. Где-то далеко идут грибные дожди, прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко планете моей сейчас, как в детстве тепло, хоть парясь укрыто такими большими снегами. Сугыш, синде гаепсезгә ятып калды күпме яшь гомер. Япь-яшь җаннар тау-таш арасында әле һаман адашып йөридер. Иртә таңда мичен яккан саен, иң беренче төтен торбадан күтәрелде ана авазы белән. Исән йөреп кайтчы син, балам. Чит җирләрдән, сугыш оясыннан ана көтте газиз баласын. Исән генә кайтсын балакаем, күз яшьләре булып кайтмасын. Время – свидетель величия России. Время отсчитывает минуты, часы, годы, века. Из них складывается история страны, история его народа, жизнь каждого человека. Славен человек, проживший жизнь достойно. Трижды славен герой, посвятивший свою жизнь служению Отечеству. Слава нашим ветеранам и благодарность от всех поколений. Над страной гордо веют знамена героических наших побед.
И твой путь на земле опаленной в наших песнях любимых воспет. Несокрушимая и легендарная твоя познавшая радость побед. Тебе, любимая, родная армия, ждет наша Родина песню привет. Ждет наша Родина песню привет. Ты полна богатырскою силой и отважно стремишься вперед. Наша армия — слава России, наша армия — жизни оплот. Несокрушимая и легендарная твоя познавшая радость побед. Тебе, любимая, родная армия, ждет наша Родина песню привет. Ждет наша Родина песню Республика минем, Татарстан. Синең улларың һәм кызларың фронтларда кыю сугыштылар. Бийек ватанның көчен ныгытып, тылда эшләделәр. Һәм бөтен дөньяда тынычлыкны саклап калдылар. Туган ягым, син үзеңдә дус һәм тату яшәүче, бар халыкларның йөрәген мәхәббәт белән тутыргансың.
Земля наша всегда гордилась мощью и непобедимостью своей армии и мудростью полководцев, а также силой духа простого солдата, шедшего в бой. Бүген безгә данлы ватаныбыз хакына бу эстафетаны дәвам итәргә вакыт. Бүген безгә бөтен дөньядагы тынычлык сагында бергәләп торырга. Людям нужен мир на свете навсегда, чтоб не знал стальных отметин никогда. Мы разрывом всех орудий скажем нет, потому что от орудий много бед. Мы разрывом всех орудий скажем нет, потому что от орудий много бед. Мы с тобой за мир красивый, где тепло и радость. И героям всем спасибо, что за мир сражались. Мы с тобой за мир счастливый, где смеются люди. Это сделать в наших силах, пусть войны не будет. Сугышларга урын булмасын кичтә, Шик шары барыбызга да бер генә. Татулыкта һәм иминлектә яшик, дөньяларны якты нурларга gömик. Мы с тобой за мир красивый, где тепло и радость. И героям всем спасибо, что за мир сражались. Мы с тобой
Парад под государственный флаг Российской Федерации, Республики Татарстан. Знак Победы. Смирно! Для встречи слева. На Под музыку песни композитора Александрова «Священная война» на площадь тысячелетия выносится государственный флаг Российской Федерации, государственный флаг Республики Татарстан и легендарное Знамя Победы. Знаменная группа военнослужащих роты почетного караула Казанского высшего танкового командного краснознаменного училища проходит вдоль строя парадных расчетов, трибун с ветеранами и почетными гостями. В ходе боев за Берлин бойцы 150-й стрелковой дивизии сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантаев водрузили штурмовой флаг над поверженным Рейхстагом. С тех пор этот штурмовой флаг является знаменем победы и трепетно передается из рук фронтовиков сыновьям, внукам и правнукам, наследникам славных побед, чтобы в очередной раз гордо развиваться в народном строю. Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы. Поздравляю вас с Днем Победы, с праздником, который всегда был, есть и будет самым дорогим, священным для каждой семьи, для всей нашей огромной страны. Праздником общенациональной гордости и вечной, немеркнущей памяти. 73 года назад закончилась Великая Отечественная война. Нацизм был сломлен, положен
конец его зверствам, бесчинствам и варварству. Повержены преступные планы мирового господства. Разгром нацистов стал грандиозной, триумфальной победой. Это долгожданное слово сразу облетело планету. И все страны, все народы понимали тогда, что именно Советский Союз определил исход Второй мировой войны, что этот великий жертвенный подвиг совершил наш солдат и наш народ. Он добился победы ценой тяжелейших, невосполнимых потерь, защитил честь и независимость родной земли, благодаря беспримерному мужеству на фронтах и в тылу. Однако сегодня подвиг народа, спасшего Европу мир от рабства, от истребления, от ужасов Холокоста, пытаются перечеркнуть, исказить события войны, придать забвению подлинных героев, подделать, переписать, переврать саму историю. Мы не позволим сделать этого. Никогда. Наш долг — хранить память о доблести воинов, отдавших свои жизни ради жизни других, о всех наших солдатах и мужественных бойцах Второго фронта, о вкладе в победу стран антигитлеровской коалиции, о боевом братстве тех, кто противостоял нацизму. Мы всегда будем гордиться, что советский народ не дрогнул, не прогнулся перед жестоким врагом, когда некоторые государства предпочли позор капитуляции, лицемерного соглашательства или прямого сотрудничества с нацистами. Наш народ сражался насмерть. Ни одна страна мира не отражала такого нашествия, не проводила под огнем агрессора эвакуацию миллионов людей и тысяч заводов, которые практически сходу, сразу стали выпускать для фронта технику и боеприпасы. Было сделано поистине невозможное. Никто не думал о себе. Трудились героически. И женщины, и дети. Ради Родины, ради победы. Ради тех, кто защищал страну, свои семьи в пекле войны. Ничем нельзя измерить храбрость наших воинов. От рядового до маршала они боролись в стужу и зной, на больших и малых плацдармах. Каждый рубеж был частью Отечества, и потому каждый был самым главным. Наши войска одержали грандиозные победы в решающих битвах за Москву и Сталинград, в сражениях под Курском и на Днепре, прорвали блокаду Ленинграда, освободили европейские столицы, решающим штурмом взяли Берлин. И все это было неважно в то время, откуда кто родом, какой национальности или веры, в каком краю или республике огромной страны жил до войны, призывался на фронт или уходил добровольцем. У всех была одна родина. Все боролись, сколько хватало сил. До последнего патрона, до последней капли крови. 9 мая объединяет все поколения истории мужества. У каждой семьи свои родные герои. Они живут в наших сердцах. Они вместе с нами в рядах бессмертного полка. Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся с войны. Перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, родных, друзей. Скорбим о ветеранах, которые ушли от нас. Объявляется минута молчания.
Дорогие друзья, в июне 41-го война вошла в каждый дом, разлучила любимых, многих навсегда, осиротила, обездолила сотни тысяч детей, разрушила надежды и планы, испепелила города и села. Война всегда вызов самой жизни, всему лучшему в ней. Мы помним о трагедии 2 мировых войн, об уроках истории. Они не дают нам ослепнуть. За новыми угрозами проступают все те же старые уродливые черты: эгоизм и нетерпимость, агрессивный национализм и претензии на исключительность. Мы понимаем всю серьезность этих угроз. Всем странам, всему человечеству важно осознать, что мир очень хрупок, и его стабильность укрепляет наше общее стремление слышать, доверять и уважать друг друга. Россия открыта к диалогу по всем вопросам обеспечения глобальной безопасности, готова к конструктивному, равноправному партнерству ради согласия, спокойствия и прогресса на планете. Уважаемые ветераны, наша благодарность вам безгранична. О ней говорят сейчас наши сердца. В честь ваших заслуг перед Отечеством пройдет военный парад. Опыт вашей жизни, опаленной войной, вечный пример для всех поколений. Мы преклоняемся перед вашей пронзительной преданностью Родине. Нам выпала великая честь быть вашими наследниками. Понимаем, как высока эта ответственность, и никогда вас не подведем. Гордость за ваш подвиг делает нас сильнее. Сейчас в строю новое поколение победителей. Они пройдут торжественным маршем по главной площади страны. Мы всегда будем следовать вашим заветам, продолжать ваши традиции. Будем и дальше напряженно работать, достигать успехов ради процветания и величия России. И свет ваших побед, ваше мужество, ваши напутствия будут укреплять нас на этом пути. С праздником! С Днем Великой Победы! Ура! Президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов. Hörmətli paradda qatnашучылар, ветерандар һәм тыл хезмәтчәннәре, Казан гарнизоны хәрбиләре, Татарстанлылар һәм республика кунаклары. Сезне чын күңелдән Бөек Ватан сугышында җиңү көне белән тәбриклим. 9 май барыбыз өчен дә бик кадерле һәм күңелгә якын бәйрәм. Әлеге көн ватаныбыз азатлыгын яулап алган, илебезне сугыштан соң торгызган данлыклы буын белән бәйле. Бик җиңүнең нигезе горур халкыбызның батырлыгы,
ғасырлар бойы шыныққан күшлі рухы, ватанға һәм халыққа қарата ихлас махаббаты ята. Уважаемые участники парада, ветераны войны и труженики тыла, военнослужащие Казанского гарнизона, жители и гости Татарстана. От всей души поздравляю вас с Днем Великой Победы. Прошло 73 года, как закончилась Великая Отечественная война. 9 мая всегда был, есть и будет нашим главным праздником. Это день национального триумфа и народной гордости, день скорби и вечной памяти. Великая победа досталась нам ценой невосполнимых потерь, десятки миллионов погибших, тысячи сожженных городов и сел, разрушенные фабрики и заводы, уничтоженные памятники культуры. Мы никогда не забудем, что свободу и долгожданный мир отвоевали наши предки, капитаны и рядовые, ополченцы и труженики тыла, партизаны и подпольщики, старики, женщины и дети, люди разных национальностей и профессий. Они горели в танках и самолетах, замерзали в окопах, тонули на переправах, без сна и отдыха трудились на заводах и в госпиталях, поддерживали боевой дух на концертных площадках. Понимая, что каждый день может быть последним, они все равно шли в бой, прикрывая собой фронтовых друзей. Мы склоняем голову перед светлой памятью тех, кто не вернулся с войны и кого уже нет с нами. Тылда көнне төнгә ялгап эшләүче өлкәннәр һәм балалар батырлыгы шулай ук беркайчан да онытылырга тиеш түгел. Аларның барысы да сугыш каһарманнары. Не скрывая гордости и слез, мы благодарим вас, дорогие ветераны и труженики тыла. Мы сделаем все, чтобы вам не было стыдно за нас, новое поколение. Наш народ никогда не забудет и не простит нацистам и их идеологическим наследникам многочисленных преступлений, ужасов геноцида, оккупации, голода и блокады. Сегодня наследники Великой Победы, солдаты и командиры российской армии продолжают защищать рубежи нашей страны, эффективно противостоят агрессии и международному терроризму. Наш мир и спокойствие в надежных руках. Кадерле бейек ватан сугышы геройлары һәм тыл хезмәтчәннәре, сезнең батырлык алдында баш иябез, иң олы рәхмәтебезне җиткерәбез. Барыгызга да нык сәламәтлек, имин тормыш телим. Күкләребез аяз һәм тыныч, көннәребез имен булсын. Бик җиңү бәйрәме белән, с праздником, с Днем Великой Победы! Ура!
победе с фронта. Акра-Лу! Товарищ генерал-майор, войска Казанского гарнизона на парад вознаменования 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне построены. Командующий парадом полковник Сухих. Уважаемые товарищи, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и дети войны, от имени воинов Казанского гарнизона сердечно приветствую и поздравляю вас с праздником Великой Победы! Ура! Начальник Казанского гарнизона генерал-майор Кулаков приветствует и поздравляет участников торжественного парада с 73-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 73-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 73-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Суворовцы! Поздравляю вас с 73-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Здравствуйте, товарищи танкисты! Здравствуйте. Поздравляю вас с 73-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 73-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 73-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! В торжественном прохождении принимает участие около 2000 человек, 19 единиц военной техники, 24 парадных расчета. Здравствуйте, товарищи!
Поздравляю вас с 73-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 73-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Здравствуйте, товарищи юноармейцы! Поздравляю вас с 73-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Здравствуйте, товарищи ветераны боевых действий и локальных конфликтов. Поздравляю вас с 73-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Начальник Казанского гарнизона генерал-майор Кирилл Денисович Кулаков завершил объезд участников парада и направился к центральной трибуне для доклада президенту Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу Минниханову. Товарищ президент Республики Татарстан, войска Казанского гарнизона к параду вознаменования 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне готовы. Начальник гарнизона генерал-майор Кулаков. Вольно. Вольно. Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, фронтовики и труженики тыла, дорогие казанцы и гости столицы Республики Татарстан, на площади Тысячелетия начинается прохождение войск Казанского гарнизона. Парад. Равняйсь. Верно. Торжественному маршу. Ровно. Дистанции на одного линейного. Рота барабанщиков прямо. Остальные направо. Равнение направо. Шагом.
открывают торжественное прохождение воспитанники Казанского Суворовского военного училища. Дирижер, народный артист Республики Татарстан, майор Владимир Ионов. Мимо трибун проходят знаменные группы с государственным флагом Российской Федерации, знаменем Победы, флагом Республики Татарстан и штандартами фронтов Великой Отечественной войны. Знамя Победы доверено нести курсанту Казанского высшего танкового командного краснознаменного училища Чистякову Александру. Военнослужащие Казанского высшего танкового командного краснознаменного училища в форме военных лет. В составе парадного расчета курсант Коптин, внук отважного бойца Глебова Николая Кондратьевича, кавалера орденов Красной Звезды и Великой Отечественной войны второй степени. В составе парадного расчета танкистов прапорщик Плесовских, прадед которого Михаил Георгиевич Плесовских, полный кавалер Ордена Славы, участник Советско-финской, Великой Отечественной и Советско-японской войн. Парадный расчет Казанского Суворовского военного училища. Гордое слово «Суворовец» впервые в Казани прозвучало в 1944 году. 10 выпускников училища удостоены высокого звания Героя Советского Союза и России. 54 выпускника достигли воинского звания генерал, 11 академиков, сотни выпускников удостоены ученой степени доктора и кандидата наук. Печатая шаг, на площадь выходят парадные расчеты офицеров и курсантов Казанского высшего танкового командного краснознаменного училища. Во главе боевое знамя училища, который несет курсант Бугаев Роман Денисович. За выдающиеся боевые заслуги перед Родиной и подготовку командных кадров для танковых войск в годы войны училище было награждено орденом Красного Знамени. Идут слушатели и курсанты Казанского юридического института МВД России. Многие из них достойно продолжают славное дело своих отцов и дедов. Идет колонна сотрудников органов внутренних дел по Республике Татарстан, которые днем и ночью стоят на страже правопорядка, обеспечивая законные права граждан, защищая мирную и созидательную жизнь. Парадный расчет отдельного отряда специального назначения Приволжского округа войск Национальной гвардии Российской Федерации. Военнослужащие участвуют в разоружении и ликвидации незаконных вооруженных формирований. За проявленное мужество и героизм более 60 спецназовцев награждены государственными наградами. Торжественным маршем проходят сотрудники Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан. Наравне с мужчинами службу несут женщины. Офицеры уголовно-исполнительной системы вносят весомый вклад в дело обеспечения законности и правопорядка республики.
Парадным строем идут сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Татарстан. Пожарные, спасатели, военнослужащие спасательных воинских формирований. В торжественном прохождении принимают участие должностные лица Татарстанской таможни, Приволжского таможенного управления, Федеральной таможенной службы. Сводная рота курсантов факультета военного обучения Казанского национального исследовательского технологического университета имени Кирова, который более 85 лет готовит офицеров запаса для вооруженных сил Российской Федерации. На марше сводная рота парадного расчета Казанского национального исследовательского технического университета имени Туполева, военная кафедра которого является одной из старейших в России. На линии прохождения студентки Казанского государственного медицинского университета. В годы Великой Отечественной войны из стен университета ушли на фронт свыше 2000 врачей. Стройными рядами проходят представители юноармейского движения Республики Татарстан, которые успешно осваивают программу патриотической подготовки. Учащиеся гимназии номер 94 Московского района города Казани. Парадный расчет учеников Раильского специализированного профессионального училища. Руководит юноармейским движением Республики Татарстан генерал-майор Бородин Александр Ильич. На марше Казанская кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза Бориса Кирилловича Кузнецова. В торжественном прохождении принимает участие кадетский корпус школы номер 67. На базе школы в военно-патриотическом клубе под руководством Союза десантников Республики Татарстан растет достойная смена будущих защитников Родины. На площади участники боевых действий в Афганистане и других локальных конфликтов. В составе парадного расчета военный летчик, подполковник Ибрагимов Тимур Яхьяевич, награжденный орденом Красной Звезды. В этом году ему исполнился 71 год. Четким строевым шагом идет рота почетного караула Казанского высшего танкового командного краснознаменного училища. Возглавляет парадный расчет командир роты старший лейтенант Степанов, оба прадеда которого сражались и пропали без вести на полях Великой Отечественной войны. Сегодня праздник входит в каждый дом, и радость к людям с ним приходит следом. Мы поздравляем всех с великим днем, с днем славы, с
Днем Победы! Входит боевая техника. Колонну возглавляет подполковник Маршалковский. В составе колонны 19 единиц техники, как времен Великой Отечественной войны, так и современной. Проходит колонна современных БТР-82А и БТР-80, ставших надежной опорой мотострелков в любых условиях боя. Боевые машины являются простым, дешевым и быстрым средством доставки десанта, способные нанести огонь при необходимости. На площадь выходит легендарный танк Т-34, который носит имя Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Кобякова, командовавшего танковым училищем с 1963 по 1975 годы. В 1944 году батальон под его командованием прорвал оборону противника и занял железнодорожную станцию Бобруйск. За мужество и героизм, проявленный в белорусской операции, майор Кобяков Иван Григорьевич удостоен звания Героя Советского Союза. ИС-3 назван в честь прославленного танкиста Зиновия Колобанова, в одном бою уничтожившего 22 танка противника. Мимо трибун проходят легендарные «Катюши», наводившие ужас на гитлеровцев в годы Великой Отечественной войны. 152-я гаубица образца 1943 года Т-1 использовалась для прорыва заранее хорошо укрепленных оборонительных полос и районов противника. 45-миллиметровая пушка использовалась для уничтожения легкобронированных целей и легких танков противника в качестве легкого штурмового орудия как в полевых, так и в городских условиях. Мимо трибун проходят советские военные полноприводные легковые автомобили с упрощенным открытым кузовом ГАЗ-67. Мотоциклы МВ-650М1 передавались танковым подразделениям, служили для перемещения и выполнения диверсионно-разведывательных задач. Завершает торжественное прохождение войск сводный военный оркестр Казанского гарнизона. Дирижеры народный артист Республики Татарстан подполковник Ян Орехов, народный артист Республики Татарстан подполковник полиции Марат Кадыров и майор Андрей Маслов.
снова слова легки. С праздником вас, ветераны наши, уважаемые фронтовики! На площадь выезжает колонна исторических автомобилей автора ретро-клуба 21. По путям, дорожкам фронтовым, дорожка фронтовая. Колонну возглавляет главный автомобиль военного времени – легендарная «Полуторка». Именно на этот автомобиль легла основная нагрузка во время Великой Отечественной войны. Автомобиль «Виллис» еще при жизни стал настоящей классикой и пользовался популярностью в Красной армии. Один из самых популярных армейских автомобилей Великой Отечественной ГАЗ-67. Красивый лимузин до военного периода ГАЗ-М1 «М-ка», ставшая символом социализма. В колонне исторической техники идет величественный ЗИС-110, легковой автомобиль высшего представительского класса. ЗИС-110 выпускался заводом имени Сталина для высшего руководства страны. Первые послевоенные автомобили «Победа», автомобиль, названный в честь Великой Победы. Первые послевоенные представительские автомобили «ЗИМ» использовались как служебные автомобили. Вершиной советской автомобильной промышленности считается 21-я «Волга», ставшая любимым автомобилем миллионов советских людей. У нас в стране 21-я «Волга» стала символом эпохи экономических перемен. Перед вами самый востребованный внедорожник послевоенного времени ГАЗ-69. У этой машины фантастическая проходимость и неприхотливость, простота и надежность. Пожарная автоцистерна АЦ-20 на шасси ГАЗ-51. Колонну замыкает главный автомобиль, поднимавший из руин разрушенную войной страну, грузовик ГАЗ-51. Республиканская общественная организация автора «Ретро-клуб-21» сплотила в своих рядах любителей автомотостарины в Татарстане. Главная цель клуба – сохранение в 21 веке техники века минувшего. Уважаемые телезрители, на площади Тысячелетия завершился парад войск Казанского гарнизона в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Но праздничная программа на этом не завершается. Сейчас для гостей начинается праздничный концерт с участием мастеров искусств Республики Татарстан и творческих коллективов города. Бүген шулай ук Казан һәм республиканың башка шәһәрләрендә күп меңле халык катнашында үлемсез полк акциясе дә уздырылачак. Башкалабызда ул 14 сәгать 50 минутта башланыр дип көтелә. Әлеге хәтер вакытысы яшь буынның кадерле җиңү өчен, бүгенге тыныч тормышыбыз, мул табыннар, якты күк йөзе өчен рәхмәт сүзе. Шулай ук бу изге бәйрәмне якынайткан каһарманнарны да искә алачакбыз. Ә инде шушы минутларда бәйрәм белән сезгә, хөрмәтле ветераннар, дип мөрәҗәгать итәсебез килә. Рәхмәт сезгә. Бик җиңүнең 70 еллыгына багышланган бәйрәм чаралары дәвам итә. Уважаемые телезрители, наша праздничная программа на ТНВ продолжается. Прямое включение праздничных мероприятий с улиц города начнется в 14 часов 50 минут, когда наш город традиционно присоединится к всероссийской акции «Бессмертный полк». По завершению акции на площади Тысячелетия казанцев ожидает концертная программа с масштабным финалом с участием тысячного города хора «Поющая Казань». Праздничная программа продолжится до 10 вечера и завершится грандиозным салютом. С праздником, дорогие друзья! С Днем Победы! Бәйрәм белән, хөрмәтле ватандашлар!